Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, знаете, прослужив в армии 40 лет, я отвык от чего-то удивляться. Но иногда вот в этом зале я слушаю и снова начинаю удивляться. Вот говорят коллеги, давайте вот на темы, которые имеют повышенное общественное внимание, вот не будем будоражить наших избирателей. Так мы сами будоражим вот этими своими выступлениями. Зачем было перечислять вот эти все поправки, которые вы раньше когда-то вносили? Надо было еще созыва 3 взять назад. Ну зачем, коллеги, зачем? Понятно, ну я понимаю для чего, не буду говорить для чего. Ведь у нас, понимаете, конкретная цель. Я позволю себе напомнить цель создания вот этого ресурса, суть поправок. Первое. Наведение порядка в системе и организации воинского учета. Второе. Минимизация личного общения граждан и военкоматов за счет применения информационных технологий в автоматизированном режиме. Третье. Обеспечение справедливости и равенства прав граждан. Уклонисты от призыва не должны быть в более привилегированном положении, чем законопослушные граждане. Голосуя против поправок, вы будете голосовать против нормальной работы этой системы. Понимаете? Вы будете голосовать за сохранение комфортной жизни уклонистов и повторной возможности стать для них героями взятия Верхнего Ларса. С одной или с другой стороны. Кстати, Николай Васильевич Коломеец об этом примерно говорил. Коллеги, но понимаете, уже мы не раз здесь обсуждали с вами, что поправки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, они очень чувствительны. Чувствительны они тем, что этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает. А мы все продолжаем искать. Кого же нам оттуда убрать? Кого же защитить? Да некого будет потом защищать. Поймите это. Коллеги, я полагаю, что вот на этом можно обсуждение закончить. Поправки эти и законопроект этот, который предлагается к принятию в третьем чтении, крайне важен сегодня для нашей страны. Очень нужен для нашей армии. Этот законопроект нужен и для нас с вами, как людей, которые здесь представляют интересы своих избирателей. Партия «Единая Россия», фракция в Государственной Думе поддерживает этот законопроект и предлагает всех депутатов сделать то же самое. Спасибо. Спасибо. Коллеги, обсуждение завершено. Законопроект ставится на голосование в третьем чтении. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон принят.